будет. Так, что-то... Ага, все, теперь... Секунду. Да. Ну что, я уже записал свое приветствие нашим зрителям, и сейчас я уже тебе говорю. Привет, Аслан, я рад тебя видеть. Как твои дела, какие новости у тебя? Приветствую, Александр, спасибо, все хорошо. Ну, боремся. Боремся. Все в процессе. Понятно. Ну, мы с тобой договаривались, что будем без политесов. Мы с тобой уже несколько лет к ряду знакомы и доверяем друг другу, и мы с тобой на «ты», поэтому не будем там выкать, там всякие эти политесы, они никому не нужны. Послушай, я вот сегодня нашим патронам, когда записывал аудиопост на Patreon, я им задал вопрос такой: верят ли они в то, что возможно заморозить войну между Россией и Украиной? Ну вот как Трамп обещает, там 24 часа, да бог с ним, даже не 24, 48, и так, 96 часов, неделя, две. Возможно ли в принципе заморозить эту войну? Ты как думаешь? Заморозить, конечно, можно. Конечно, можно. Любую войну можно заморозить. Тем более, если Путин об этом, как мы понимаем, настоятельно, давно требует, просит, хоть и чуть-чуть витиеватым способом таким, чтобы своих не обидеть. А так, да, конечно, возможно. Но какие результаты будут, вот вопрос. Ведь вот ты война... считаешь, что заморозить войну вот реально можно? Ведь война, вот смотри, Вторая Чеченская война, она была российско-чеченская война, да, она была типа заморожена. Она закончилась? Нет. Ну, в этом смысле мы были один на один, Александр. У нас не было той поддержки, той разведки. А я сейчас не об этом говорю, дорогой мой, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, вот в принципе, возможно ли, чтобы так мир, потому что такое мир? Мир в душе наступает. Ну, совершенно верно. Если вы говорите об окончании войны, то это невозможно. Вот про заморозку, если говорить, да, ее можно приостановить, но она не закончится. И я хочу продолжить, что это будет хуже для Украины, понимаете? Заморозить можно, остановить можно на время, загнать туда кучу военных специалистов, экспертов, там разведку западную, европейскую, украинскую мобилизовать и так далее. Все можно, но это этим не заканчивается. Вот в чем вопрос, к сожалению. Да. А что говорит чеченская диаспора о состоянии умов на Кавказе сейчас? Ведь мы не так давно видели признаки нестабильности в том же самом Дагестане, да и, собственно, в Чечне тоже все неспокойно. Это так кажется, что тишь да гладь да кадыровская благодать. Все ж не так. К чему готовятся люди? Вот именно в чеченской диаспоре, которая находится не внутри Чечни, а вот, допустим, в Европе. О чем они говорят? Ну, мы находимся, скажем так, в самом невыгодном положении. Наша страна оккупирована, а мы являемся не просто оккупированными, но еще стали инструментом в руках Российской империи, которая не оставляет, да, пользуется всеми, но нами пользуется особо так пристально и так усиленно, скажем так. Поэтому ситуация, все в ожидании. Чеченское общество, оно не верит никому, Александр. А чеченцы не верят. Когда я разговариваю с чеченцами, смотрите, говорю, сейчас там Украина победит. Американцы помогают, Запад помогает, и нам помогут, и нас помогут, нас признают и так далее. И мне в один голос все чеченцы говорят: Аслан, давай посмотрим, что они сделают. Потому что они столько раз нам лгали, столько раз нас предавали, что уже веры нет. Никому, ни Западу, ни Украине, никому нет веры. Вот в каком обществе, в каком состоянии находится чеченское общество. Абсолютное недоверие. Как ты знаешь, Александр, в чеченском обществе раскол,
раскол по и не только религиозному признаку, я бы даже не сказал, что он у нас по религиозному какому-то признаку раскол, он раскол среди симулякров, которые вводят нам и демократических ичкерийцев, и Марат Кавказа, религиозное вот это направление, и всех их, большая часть их возглавляется Россией, российскими агентами, влиянием. Также... А что за агентура? Ты мог бы хоть какие-то имена назвать? Потому что, ну, скажут, он начал говорить и не конкретизировал. Ну, я много раз говорил и в стримах, и по-моему, у вас в стриме говорил. Ну, если брать, знаете, их основная отличительная черта, это они не имеют никакой догмы, никаких принципов они не имеют. Они то за шариатскую Ичкерию, ну, вернее, не Ичкерию, просто за шариатское какое-то государство, исламское образование, то они за демократию, то они за украинцев, то они за русских, то они там, ну, вот так. И вот эти люди, ну, один из них, например, Ахмед Закаев. Второй, ну, много их. Вот, Я же ему верил, вот серьезно, я его всерьез воспринимал, я серьезно думал, что этот человек оппозиционный деятель, что вот он представляет Ичкерию, что он реально председатель правительства в изгнании. Я ему верил, что получается, я был наивный такой мальчик. Да? И более того, Александр, я вас немножко успокою, я тоже ему верил, я тоже его поддерживал. И ровно до тех пор, я в прошлом стриме тогда не сказал, кто это был, но сейчас об этом, ну, я много раз говорил, когда меня стали склонять работать на российскую разведку перед широкомасштабным вторжением России в Украину, это было в 2021 году, в октябре, в сентябре месяце, мне предложили работать на российскую разведку, это здесь, в Германии это было, по дороге из Франции в Германию. И люди из так называемого правительства Ахмеда Закаева. Все, человек из правительства Ахмеда Закаева, там целый концерт был, там много чего было подготовлено. Потом долгое давление на меня с попыткой, чтобы я это не распространял, не писал заявления в прокуратуру. Ну, вот такие вот вещи были. И после этого это как такой холодный душ. Вы, как человек другой культуры, из другой страны, попались на вот эти все уловки. А я, как человек, который знает, мог навести справки, проверить информацию, и все равно попался. Так что, если вам станет легче, то не вы только один такой, Александр. Нет, мне легче не становится, потому что все равно чувство досады. Говорится, ложки нашлись, а осадочек остался. И вот в связи с этим я не так давно выпустил такой список, он далеко не полный, список так называемой около кремлевской или там прокремлевской агентуры, список тех, кто прямо или косвенно там работает на систему, работает на Кремль и так далее. Там есть Ахмед Закаев, я его включил в этот список. И после этого те люди, с которыми я познакомился год назад на твоей конференции в Гамбурге, куда я приезжал по твоему приглашению, вот, они, значит, устроили такой, они во время интервью с господином Боровым, там, меня полоскали как могли и так далее. Вот я хочу просто им предложить, вот всем, кто недоволен, тем, что они попали в этот список. У них, я думаю, что у них есть возможность доказать, что все это не так. Я готов со своей стороны пройти полиграф. Вот я готов пройти полиграф. Мне интересно, они готовы или нет? А ты вообще своим оппонентам предлагал пройти полиграф? Да, конечно, я предлагал, это очень хорошая идея, Александр, и то, что вы сейчас озвучиваете, и те люди, которые произносили ваше имя, пытаясь в уничижительном тоне это говорить, пытаясь высмеивать и так далее. А человек с балалайкой они меня назвали. Это, они имеют в виду вот, мое прошлое. Но я начинал в шоу-бизнесе, там были какие-то закрытые приватные концерты, под гитару пил, да под возлияние, ну было все. А сейчас-то какой я человек с балалайкой, ребят? Вы меня так и не заденете. Да, пожалуйста, продолжай, прости.
Да, эти люди тоже ко мне лезли и тоже изображали из себя больших борцов за Ичкерию. Конечно, это работники российских органов. Они в наше время, когда я как чеченец, который выступает за права чеченцев, подвергаюсь репрессиям, мои родственники дома подвергаются репрессиям. Ну, ужас, что чеченец не возьмется не каждый чеченец возьмется делать то, что мы делаем. А тут какая-то пара, которая нигде никогда не была засвечена в защите не просто чеченцев, самых-самых ущемленных и самых ненавистных в России, а вообще за защитой чьих-либо прав, кроме зарабатывания денег, эти люди сидят и разговаривают, говорят о вас, Александр, о тебе, который так много делает, принципиально делает, то, конечно же, это, ну, мерзавцы самого последнего пошиба просто. И представляться там какими-то информационными ресурсами Ичкерии там, и так далее, это в это время является преступлением против нашего государства. Конечно, они не стоят того, чтобы ими занимались, но я уверен, что эти люди за свою пропаганду, как разные Скобеевы и Соловьевы, тоже понесут ответственность перед чеченским народом. Рано или поздно правда восторжествует, и истина для всех станет открытой. И когда наступит определенный момент, эти люди, конечно же, очень сильно пожалеют, что они так нагло лгали на чеченский народ, пытались оболгать вас, ну и так далее. А ты же тоже предлагал им, вот всяким тем, кто тебя в чем-то обвинял, тоже же предлагал полиграф пройти? Совершенно верно, да. И как? Прошли? И нет, полная тишина. Я предлагал Ахмеду Закаеву, я предлагал вот этим всем блогерам, которые ориентируются на чеченской тематике. Я им всем предлагал. Откуда вы деньги берете? Работаете ли вы на русских? Ну, такие вопросы, которые всем будут интересны в прямом эфире. Неоднократно, много раз призывал. Давайте в прямом эфире, прямо в прямом, в Ютубе прямо. В Гугле прямо найдем эксперта независимого, в прямом эфире его прям находим, звоним ему, договариваемся, когда можно там встречу организовать. И в этот день встреч, ну, чтобы было видно, что это независимый, не мой, не их эксперт. Приглашаем его, эксперта можно в кадр не помещать, сами помещаемся в кадр и задаем вопросы. Берете вы у русских деньги, работаете вы ли на Россию и так далее. Какие цели преследуете? Ну, такие простые вопросы, которые раскроют истину. И совершенно верно, никто, Александр, никто не ответил. Их самое главное оружие – это игнорирование, полный игнор. И, ну, разные где-то такую пакость сказать, там, ну, он там сумасшедший, там, он там алкоголик, наркоман, там, вот, что-нибудь такое. Ну да, ну да. Ну, на чем обычно ГБУХа ловит свою агентуру? На пороках, на педофилии, на наркомании, на алкоголизме, ну, на каких слабостях и пороках, да. И поэтому они глубоко порочным людям это все понятно. И они поэтому такую тухлую селедку кидают в мою сторону, алкаш. Массам, порочным массам, это понятно, а он алкаш. Вот, поэтому, когда господин там Боровой говорит, он сумасшедший, Саша Сотник, он, наверное, забыл, как Валерию Ильиничну Новодворскую, под нее ГБУХа специально придумала термин, спецтермин «демшиза». И тем не менее, господин Боровой трясет именем Новодворской, как последним векселем всегда. Что вот, я друг Новодворской. Ну, может быть, надо уже перестать, прекратить. Где касса Демпартии еще у господина Борового, хочу спросить. Где касса Демпартии, в которой мне деньги платят постоянно? Ой, ладно, да, спасибо. Совершенно верно, Александр. Позволите, два слова буквально про Борового тоже скажу. Константин Боровой такой, знаете, непонятный человек. Он полубизнесмен, полудемократ, полуреволюционер, полудепутат и так далее. И человек, который сейчас сбежал, все время жил в России,
неплохо жил, как мы понимаем, бизнесменом был, Я его зарабатывал. лично знаю, да, я брал у него интервью, я был у него дома несколько раз, да. Очень такой, скажем так, небесный человек. Сейчас выехал в Америку и нам начинает рассказывать в том числе про то, что благодаря российской демократической вот этой оппозиции война в Ичкерии была прекращена. И говорит, заявляет о 50%, он заявляет. Я, во-первых, как он подсчитал, мне было бы очень интересно. Во-вторых, вот кроме вот Новодворской, ну там может быть еще несколько, число которых не ходит Константин Боровой, людей, которые реально боролись за права чеченцев, это было, это правда, но сейчас, как вы правильно говорите, берет на себя знамя Новодворской, Валерии Ильиничны и ну, реально настоящего человека, настоящего, Да, не такого, да. как Константин. Кристально честный человек был. Да, совершенно верно. И вот, пользуясь именем вот этих людей, мне кажется, ну, неправильно, скажем так, вот так откровенно. Мы еще живые свидетели, еще, слава богу, пока есть, поэтому нас так не обманешь. Может, молодежь можно будет обмануть, но мы-то все прекрасно помним, кто такой Константин Натанович и все остальные. Поэтому вот как-то так, такое же отношение, и очень правильно, что этот человек тоже включен в список, скажем так, это был вначале ваш, может, список, теперь он и общий может быть наш, Александр, и я вам благодарен за то, что вы составили этот список, и собираюсь всегда во всем поддерживать вас в этом направлении. Спасибо вам. Спасибо, Аслан, спасибо, дорогой. Ну и еще я бы хотел сделать по поводу Борового ремарку. Я ни в чем его не обвиняю, но это исторический факт, что именно во время его звонка Джохару Дудаеву по спутниковой связи Джохар Дудаев был ликвидирован российскими спецслужбами. Это исторический факт. Ну и да, и теперь перейдем к другой уже теме, но тоже очень-очень важной, пожалуй, самый, наверное, важный. Вот Альянс НАТО выпустил резолюцию о том, что Украине необходимо дать ракеты, все-таки надо дать ракеты среднего радиуса действия от 1000 до 5500 километров. Как думаешь, дадут? Если да, то чем ответит Кремль? Ну, во-первых, я уверен, что дадут. И у меня претензии к Западу, ко всем на этой земле, к тому, что так долго это все дают, что так долго это мусолят, рассказывают там, ну, главное там не разозлить Россию, там не эскалировать там и так далее. Каждый день гибнут украинские парни и девушки, разрушаются города, поэтому... Конечно же, надо дать все. Более того, я призываю, чтобы европейские страны вступили в войну, чтобы Англия, Германия, например, меня не радует Шольц, который ну, заигрывает там, дам, не дам Таурусы, дам, ну потом дам, ну подождите немного и так далее. Ну, давайте тогда, я тогда вчера еще в стриме у себя сделал предложение, давайте украинцы просто поднимут белый флаг, войдут в состав российской армии и пойдут на Европу тогда. И тогда посмотрим, кто будет давать оружие, кто не будет. Вот, Сара Вагенкнехт сейчас встречалась с Ксенией Собчак. Мы с вами, Александр, знаем отлично, кто такая Ксения Собчак. Встречаются, разговаривают. А что это как не предательство? Ну ладно, предали там чеченцев, предали украинцев. Ну ладно, чужие там и так далее. Но это же предательство немецких интересов. Россия прямо четко заявляет о восстановлении границ влияния своего по Ялтинским, Тегеранским соглашениям, куда входит ГДР. Значит, получается, Сара Вагенкнехт должна стать генеральным секретарем ГДР, она, может об этом, я просто другого объяснения у меня нет просто, о чем может Собчак встречаться, разговаривать с Сарой Вагенкнехт. Для того, чтобы здесь дестабилизировать обстановку, развалить Германию, здесь много в Германии людей, которые антиамериканцы, они считают, что они оккупированы, и вот что вот русские им помогут освободиться. Ну, конечно же,
Не туда хотел... же понаехало в свое время очень много постсовков. Из Советского Союза вот эти вот немцы перемещенные, да, они туда приехали, они же по мозгам такими же совками и остались. И вот эта альтернатива для Германии, вот эта ультраправая партия, она же там очень из большого количества этих постсовков состоит. Да, И, совершенно. да, И самое главное, Штази, Александр. Штази никуда не делась, никто его не репрессировал. Политики, мы, как знаем, КГБ и ее филиал Штази, всегда на властные органы, всегда силовые органы захватывает. И ничего не изменилось по факту. А по поводу вот ракет, которые Украине следует дать, и что будет, будет ли эскалация. Эскалация, она уже, ну, как бы неминуема. Уже как бы, ну что еще может произойти? Ядерный удар, который Россия нанесет, ну она получит обратку ядерную. Может быть нанесет, может по Украине нанесет, может по Европе нанесет. Но в любом случае не мы с тобой виноваты в этом, то что вот это дошло до этого. Виноват Запад, виноваты все, кто довел эту ситуацию вот до этого состояния. Но сейчас договариваться с Россией и заключать с ней перемирие, это чревато, а уступать ей, ну, это проигрыш и Америки, и Запада, и, конечно же, неминуемый стопроцентный геноцид украинского народа произойдет. Потому что все, кто мы чеченцы, это знаем просто как никто. Вот Аят Эдигов, Александр, советую вам с ним поговорить на эту тему. Он очень хорошо знает, что когда вы уступаете России, когда она оккупирует вас, происходит. Если вы пытаетесь ее задобрить, что происходит. Очень опытный, очень осведомленный человек Аят Эдигов. Поэтому вот я думаю, что вопрос нужно заканчивать. Надо всем миром собираться и ставить ультиматум России, четко заканчивать вопрос. А меня вот всегда это удивляло, понимаешь? Вот они один амбал против человека среднего телосложения. Амбал бьет с двух рук, бьет с ноги, берет трубу, берет арматуру, тоже мочит арматуру. А второму там огромное количество друзей говорит: слушай, нет, одну руку, пожалуйста, за спину, одну руку за спину, а второй не смей никакие предметы брать. Вот отбивайся как можешь. И ногами нельзя ногами. Да. Это примерно так, как ты сейчас выглядишь. А этот амбал все может. Этому амбалу все разрешено, все позволительно. И все натягивают такую мордочку озабоченности. И говорят: ай-яй-яй, ай-яй-яй. И штаны очень сильно гутеришем пахнут. Совершенно верно. Да. И смотрите, Александр, еще какая ситуация. При всем при том, что здесь, в Европе, действует агентура, Сара Вагенкнехт встречается с Собчаками, там в Берлине у нас живет огромное количество всех этих хороших или там полухороших русских, которые с деньгами и со связями и с другими делами пришли. И здесь происходят теракты. Вот DHL, например, был теракт. Еще выступал в Бундестаге представитель и говорил, что хорошо, что это не в самолете произошло. Этот был груз, который должен был быть перевезен на самолете. И взорвалось там на складе еще, загорелось. А вчера до Вильнюса не долетел самолет DHL-евский. Тоже из Лейпцига летел. Тоже. Совершенно верно. И знаешь еще, что самое интересное, вот есть, я не знаю, какие службы следят за этим всем, но вот заходишь в ТикТок, заходишь там в Ютуб, особенно в ТикТок я это видел, где появились люди, которые, ну, русскоязычные люди, которые предлагают работу DHL, там другие, приходите, доставка посылок. И как-то резко все это появилось, и вот это русскоязычный контент, который приглашает на работу DHL, и одновременно происходят теракты. То один теракт, сейчас они еще пока точно не могут сказать, немножко сказали, нужно время для расследования. Но у меня вот после вот этих всех перечисленных моментов ни малейшего сомнения, что самолет, который летел в Вильнюс, это террористический акт России. И это всего лишь один из первых таких эпизодов.
это будет, Россия планирует массу террористических актов, массу гибелей в Европе, чтобы дестабилизировать обстановку, чтобы запугать население. Потому что Россия, ФСБ это террористы самые настоящие. И с ними заигрывают. И вот что это тогда? Ладно, еще раз, украинцев, чеченцев мы все предадим. Ну а как же сами себя? Ваша безопасность, ваши самолеты, ваша территория, в конце концов, до ГДР. Это чье все? Кому это должно достаться? О чем просто думают? Не могу понять. И опять же, это мягкая сила агентуры. Когда все эти мордочки выходят, такие карамурзилочки, габняшины, навальняшины, вот они выходят, в Берлине же они выходят, опять со Штази не ржавеют связи. Они опять в Берлине там активничают. Как, кстати, вот в чеченской диаспоре к этому отнеслись? Чеченцы принимали участие в этом сходнике или проигнорировали? Что мы не россияне, конечно, мы не принимали участие, но голоса мы слышали только вот о том, что разве они говорят освободить Чеченскую республику Ичкерия? О чем они говорят? Вот эти люди, они, чем они отличаются от Путина? Чем Карамурза, Навальная отличаются от Путина? Для меня они ничем не отличаются. Мне особенно смешно было, когда в центре Берлина, значит, вскарабкался на ящик этот Карамурза и кричит: долой власть чекистов, долой власть чекистов. Ты кому? Олафу Шольцу кричишь? Он что, в Штази служил, что ли? Или кому ты там кричишь? Это просто какой-то оксюморон, слов нет. Прям вообще, ну хорошо. У меня еще один такой вопрос к тебе, пожалуй, последний на сегодня. Ты как думаешь, если давление Запада на Рашку продолжится, и, значит, Трамп пробурит эти скважины, зальет нефть, американской нефтью весь мир, опустит там до 40 цену на нефть, ну, допустим, и на горизонте, например, замаячит это поражение, рашистское поражение в войне, с какого региона начнется распад этой пещеры? Ведь понятно, что мы жили в периоде полураспада СССР все эти последние десятилетия, с 90-го, там, с 87-го, с 88-го года мы жили в периоде полураспада. И вот сейчас начнется распад, это спровоцирует именно распад последнего, крупнейшего осколка совка. С каких регионов это начнется? Это начнется с Кавказа или все-таки с других? Ну, на Кавказе, кроме нас, там никто не воюет. И, как бы мы это видели, на войне мы видели. Я даже не знаю, Александр, с каких регионов. Я думаю, что в Россия будет погружаться в нищету, не то, что даже будет развал. Будет такая нищета, криминал, такие разборки, убийства, ЧВК друг друга будут мочить, банды разные будут. Вот до этого состояния будет доходить все это. Я, например, против того, чтобы сейчас чеченцы выступали, потому что мы постгеноцидный народ. Я призываю не мирным путем, не насильственным путем пока заниматься всем вопросом, набираться сил, набираться опыта. И чтобы нас железобетонно Запад, Америка, Соединенные Штаты Америки признали, заключили с нашим президиумом, правительством на договор о признании. И после этого, тогда, что наш президиум, что наша власть скажет, то мы и будем делать. А пока быть снова инструментом для того, чтобы раскачать Россию, развалить Россию, ни для кого мы больше не собираемся этого делать. Мы 30 лет сражались, нас объявили террористами, убийство нас считалось законным делом. Сейчас даже стыдно, сейчас тем, кто воевал против нас, убивал, помогал России, им стыдно даже поднимать эту тему. Не просто даже уголовно они несут какую-то ответственность, даже просто из моральных, нравственных, этических соображений пытаются не говорить об этом. Поэтому я думаю, на Кавказе никто не будет отделяться, кроме нас, чеченцев. Мы оккупированная страна, если нас весь мир признает оккупированной, Америка в первую очередь, Англия. В таком случае мы будем предпринимать действия, а так мы пока будем набираться сил, опыта, помогать Украине, помогать Западу,
ну, вот, вести разъяснительную работу среди наших людей, ну и других людей, чтобы понимали, что мы не экстремисты, не исламисты, не террористы, мы демократические люди, живущие в Европе, ну, как-то так. Поэтому Я просто хочу сейчас упредить те аргументы, которые могут полететь в твою сторону. Что Арцуев говорит то же самое, что говорит Навальный. Вот когда уйдет Кадыров, ну, она говорит про Путина, когда уйдет Путин, тогда я пойду в президенты. Когда уйдет Кадыров, тогда мы будем говорить, а сейчас пока не. Что ответишь этим? Ну, в отличие от Навальных, мы потеряли 30%. И все, кто будет погибшими, наших граждан, всех и русских граждан нашей страны, вне зависимости от религии и национальности, мы постгеноцидный народ. Нас объявили, в отличие от русских, Навальных и всех остальных, нас объявили террористами, нас заклеймили, нас... Ваша страна, кто будет меня обвинять, ваша страна совершила над нами это все. И она же продолжает нас использовать. У нас идет тотальная мобилизация сейчас в Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, что незаконно, если бы Запад, Америка, Европа признали бы нас оккупированной страной, Россия не имела бы права набирать нас в соответствии с уставом ООН, не имела бы права нас нанимать в качестве своих граждан там, на военную службу, если мы были бы оккупированы, признаны. И поэтому сейчас будут эти люди воевать, и погибать, и убивать, и так далее. В отличие от русских, которые не потеряли ни одного человека в сражениях за свою свободу, мы потеряли 30% от своих граждан. Мы устали. Мы устали. Мы знаем, кто такая Россия, что такое ФСБ. Мы знаем и будем говорить об этом. Мы не стесняемся, не скрываемся. Будем говорить. Но сейчас воевать, пока нас не признали, в отличие от России, которая заседает в ООН, Чеченская Республика не заседает в ООН. Права вето у нас тоже нету. Поэтому быть инструментом чьих-либо там в руках, там ГУР Украины, Буданов тоже очень хотел бы это сделать. Или же там кто-то там на Западе хотел бы, или в Турции очень тоже мы видим подвижки есть, хотели бы нас раскачать, потому что мы как, знаете, как детонатор, как такой ядерный запал запустить, а потом уже процесс идет. И у нас это получается. Но я сейчас призываю к тому, чтобы мы не участвовали. Кто хочет воевать, есть Украина, там воюет тысячи чеченцев, тысячи на стороне Украины, в разных подразделениях, огромное количество чеченцев воюет. Пожалуйста, набираются опыта, набираются друзьями, побратимами, там обзаводятся и все остальное. Но сейчас нам нужно сделать так, чтобы нас признали. Мы должны работать на политическом поле. И после того, как нас признают, когда у нас будут гарантии от Украины, от Америки, от Англии, тогда мы будем предпринимать шаги. А так мы начинаем войну, поверив Радио Свобода, BBC, Deutsche Welle в советское время. Сражаемся за свободу, там статуя свобода в Америке. Мы такие наивные советские товарищи, которые вырываемся на свободу. А нам потом прилетает Билл Клинтон к Ельцину и говорит, ну вы, понимаю, это ваше внутреннее дело, вы там малой кровью как-нибудь, вот вам 6 миллиардов, 10 миллиардов, а вы как-нибудь малой кровью. И у нас тогда возникает такой диссонанс. Извините, пожалуйста, а как это так получается? Мы боремся за права, мы строим демократическое государство, нас помогают, нас признают на словах информационно. А когда касается дела уже, чтобы дело подошло к делу, нам говорят, ну вы извините. И знаете, это получается немножко подстава. А для нас это мы чуть не закончились. Мы и сейчас на грани исчезновения. Но тогда мы пережили геноцид, нас втолкнули в клетку к медведю-людоеду, и потом за нами закрыли дверь, сказали, ну извините. Так получилось. Поэтому мы больше не будем в этом участвовать. Это не значит, что мы не хотим свободы или мы не боремся за свою. Мы боремся и никогда не прекратим свою борьбу. Но мы будем это делать так, как это, чтобы мы не исчезли, мы не закончились. Понимаете, чтобы не остались как
какие-нибудь там индейцы, которых там называют в честь них машины, а их самих уже нет. Мы хотим остаться. Спасибо большое. Хотел еще один вопрос задать, но я думаю, что он будет уже лишним. Задавайте, Александр, потому что у меня тоже есть один вопрос, если есть у нас время. Хорошо. Вопрос такой. Как считаешь, до конца 2025 года реально, что война все-таки закончится естественным образом? Я считаю, я полагаю, что до конца президентства Трампа война не закончится. Я полагаю, что она может к концу вот его срока закончиться. Но исключать того, что произойдет до конца 2025 года, что она тоже не могу, потому что, Но я просто оперирую теми фактами, которые имею, что у Рашки очень плохо с людьми и очень плохо, то есть неким воевать и нечем воевать. Недаром же Путин уже обращается к этому жировику Ким Чен Ыну, тот дает ему там 10-100 тысяч этих своих организмов. У Путина, ну это такие быстро прожариваемые организмы, они очень плохо воюют, они плохого качества солдаты, ну то есть быстро кончаются. Я считаю, я понимаю, Александр, я считаю, что у русских есть люди воевать, вот мобилизация всеобщая, она тотальная такая, с расстрелами, тот, кто оказывается, еще не проводилась. Поэтому под ружье поставить всех, в принципе, большинство это можно. Помогает России, теперь уже это не секрет, не Северная Корея, не только Северная Корея, это Китай. С первых дней, видимо, была договоренность еще до вторжения широкомасштабного с Китаем. И от Лиссабона до Владивостока построить антидемократические, там, монархические или такие авторитарные режимы, планы были, они остаются, поэтому оружие, снаряды, все, что необходимо, Китай будет аккуратненько поставлять, а северокорейские солдаты, они не столько для войны, сколько для того, чтобы собирать вот этих россиян, отправлять на фронт. Я думаю, для этого их, скорее всего, будут использовать. Не столько даже воевать они будут, сколько они будут россиян мобилизовать, ну, чтобы надежная 1000, надежная 10 тысяч верных солдат, которые выполнят любой приказ. Мне кажется, война может еще продолжаться, и русские могут ее вести, ну, мне кажется, достаточно долго. Печально, печально. Ну, теперь задавай свой вопрос. И у меня один вопрос, Александр. Ты очень много делаешь, Саш. Ты человек, который на многие вещи дал мне посмотреть с другого ракурса. Не так кардинально, так радикально, как я обычно это делаю. Хотя ты тоже в определенной степени известный радикал. Но видел я это еще, когда ты работал в Москве, когда я тоже жил в Москве. И ты очень много сделал. Но мы видим с тобой вот по списку, который наш с тобой общий, и других людей, которые не попали в список, очень много симулякров. Что ты делаешь, что делает твоя команда для того, чтобы найти вот этих самородков, нормальных, независимых, принципиальных, там, как Новодворская, как ты, есть ведь такие люди, и на России тоже. Что ты делаешь для этого, и что мы могли бы сделать вместе, как я, как рядовой гражданин, и, в принципе, наша власть чеченская в лице президиума, что мы могли бы сделать, чтобы найти нормальных людей, которые хотели бы взять ответственность за эту Россию или за фрагмент этой России на себя, чтобы, если она фрагментируется, чтобы мы могли дальше для детей передать, не просто констатировать, как журналисты, как блогеры, что вот это происходит, это ужасно. Да, это ужасно происходит. Но мы располагаем огромным количеством информации, объемом информации, и ты лично, и может быть немного я, имеем определенные репутационные, доверие какое-то у людей имеем. Это очень важно в нашем современном мире, в наше время. Что ты делаешь для этого? Что ты собираешься делать? Или ничего ты не будешь делать?
Ну, дело в том, что я вот что делал, то и планирую делать дальше. Потому что когда мне говорят, там, ты же с Путиным, вы там делаете одно дело, вы с Путиным боретесь. Я говорю, да бог с вами. Я с Путиным? Где Путин и где я? И потом за Путиным стоит вот это все мохнатое население. Я борюсь не с Путиным, а с первопричиной. А первопричиной является невежество. Я информирую и рассказываю, что из чего вытекает и к чему приводит. Я налаживаю причинно-следственные связи посредством того массива информации, которым обладаю. И, разумеется, чем больше людей начинает ко мне присоединяться, вот ко мне, к тебе, тем больше шанс, что те люди, появление которых ты ждешь, что они появятся. Это нужно просто... Вода камень точит. И нужно этим заниматься каждый день. Каждый день. Ну, а, конечно, репутационный базис, то, как что знают, вот Аслан Арцуев, это не продажный человек, у него такая репутация. Это, поскольку институт репутации, например, на том же самом Западе работает, это очень важно. Важно. Да, пытаются всякие особи кинуть тухлую селедку в тебя, в меня, там, в других честных людей. Пытаются. Ну, так работает ГБУХа. Мы взрослые дяди, мы знаем, во что играем. И мы знаем, что это входит в меню. Но это не значит, что нам нужно прекращать свою деятельность. Вот как я отвечу на этот вопрос. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, дорогой Аслан. Спасибо за то, что мне посвятил столько времени. И я думаю, что это не последний наш с тобой разговор. И спасибо большое за честность и откровенность. Спасибо вам, дорогие друзья. Смотрите Сотник ТВ. Смотрите. Вот, отлично.